Маша, с вами новости. Добрый день, мои дорогие друзья. Вы на канале Как-то так у Лейлы. И у нас сегодня посылка от нашего любимого Василька. К сожалению, оказывается, посылка моя пришла уже, наверное, дней 10 тому назад. Но мне почему-то ни на телефон уведомления не пришло, ни с почты не позвонили. Поэтому распаковка у меня получается запоздалой. Если бы сама не спохватилась, то, что отгружено, уже мне сказали. Но то, что я получила, что уже на почте, не было уведомления. Поэтому вот такая вот запоздалая распаковка. Начнем, друзья, с платья Танзилы. Танзила говорит, давай распакуй сначала мое платье. Так. Платье Пандора называется оно такое. Вот такое вот домашнее летнее платье из трикотажа. Ну, оно такое легкое, зачем тебе напрягательное? Не знаю, широкое я себе одену. Не надо, Красивая очень, да? Нет, действительно, если тебе широкое, я буду себе дома носить. Почему бы и нет? Продемонстрируешь? Нет. Ну, я лицо не покажу, одень. Нет. Давайте. Так. 100% хлопок. Как всегда. И швы красивые. И вот такая вот, такой манжет вроде бы, да, называется, я не знаю, как его назвать. Вот видите, как аккуратно, все красиво сделано. Наверное, 48-й тебе надо было, если я 50-й заказала. 48, Ну, летом пошире, наоборот, даже лучше. Даже у тебя не выходное платье. второй заказ будет 48. Хорошо. В следующий раз закажем 48-й. Но мне кажется, летом, наоборот, свободнее такой, намного лучше. Как ты там эти свои футболки называл? Кидай сюда. Оверсайз. Оверсайз. Так, это платье стоит... Так, где оно? Вот. 982 рубля. Так, теперь я заказываю второе одеяло из верблюжьей шерсти. Называется оно оригинал. Это одеяло мне намного больше понравилось, чем те, которые я покупала из бамбука. Те тоже неплохие, хорошие. Они тонкие, они как раз вот лето, ну когда тепло. А вот когда уже холодно, вот это вот прям шикарное одеяло. Я им очень довольна тем, которое я покупала раньше. Вот, и заказала второе себе точно такое же. И потихонечку я, наверное, обновлю на зиму у всех своих домочадцев вот такими. Ага, где оно тебе широкое? Уже же и нельзя было покупать. Давай покажем. Нет. Ну давай. Нет. Оно не широкое, оно нормальное. Вот такое вот одеяло. Очень красиво простегано. И материал такой тоже хлопок. Мягкий такой. И оно очень-очень теплое. Ибрагим, если вы помните, то одеяло забрал себе Ибрагим. Вот такое вот одеяло. Так, стоит оно 3161 рубль. Но оно этого стоит. Очень хорошее одеяло, я вам советую всем. Так. Ну, как всегда, постельное белье. Но пока вот эту вот пижаму я заказала для дочки своей племянницы. Так, к сожалению, я просто не нашла. Мне надо было еще деткам что-то заказать. Но на тот момент у меня не было то, что я бы хотела. В наличии у них не было. В следующий раз закажу дальше. Решила по одной вот так. У нее еще двое деток. А вот каждому ребенку по одной чего-нибудь докуплю. Вот такая красивенькая пижамка. Так, как она называлась? Мне тоже надо. Тебе тоже надо. Ну ничего, просто лиловая называется. На 5 лет и стоит она 560 рублей. Ой, я тоже хочу Вот. такие две пижамы. Смотрите, какие красивенькие. А, девочкам что ли? Давай. Их материал очень тоже тоненький. Ну не для Расула же. Как раз. Глупо сказано, да? С кошечками вот такими вот. Хотя Расул бы пошло. Расул тебе даст, услышит. Нежный, очень Только нежный ужасно, трикотаж. да. Прям вот такой Да. мягенький, мягенький, нежный трикотаж. И как всегда, все обработано, все четко, все красиво. И мы, особенно моя дочка, очень-очень
довольна вот именно детской одеждой от них. И всегда мы заказываем для них очень много чего у них от Василька. И очень хорошо даже носят. Она даже мальчику маленькому пижамки вместо костюмчиков некоторые одевают. Так, дальше. Полотенец дома много не бывает, особенно у нас. Они постоянно мне нужны. Вот такие вот полотенчика на кухню я заказала. Вафельные, вот. Полотенце вафельное. 274 рубля. Или нет? Нет. 213 рублей, вот. Набор 3 полотенчиков вот таких вот. 213 рублей вафельные. Тоже на выпечку положить. Годится. Ну, на кухне всегда нужно бывает полотенчика. И вытереть, и на выпечку положить, и на тесто накинуть. Вот таких вот 3 полотенчика. Мне не понравились. Изображение кухонных принадлежностей. Тоже очень красивые и качественные полотенчика. Так, дальше. Еще одно полотенце, но оно уже махровое. Бирюзовое, 604 рубля. И еще одно вместе с ним махровое, которое стоит 274 рубля. Да, полотенце. Набрала их, чтобы это был набор. А? Это тебе? Да. Ну ладно. Как раз в больницу хочу. Не надо тебе в больницу. Почему? Я в больницу хочу полотенце. Нет, полотенце я понимаю, но лучше тебе в больницу не ходить, не ложиться. Вот такое вот. Тихо, вот лицевое. Забираем. Тоже очень нежное, такое мягкое, хорошо впитывающее влагу. Полотенце от Василька мне тоже очень нравится. Вот. И вот такое вот банное. Тоже цвет очень нежный. С таким вот, не знаю, как это называется, принт, не принт, что это. Ну, красивое, очень красивое и очень такое мягкое, хорошо впитывает, будет впитывать влагу. Да, я проверю. Постирать сначала надо. Я проверю. А это что? А это лосины для Аишки. Ну, как я люблю такие лосины. Вот такие вот лосины. Они залезут на них? Почему они залезут? На 4 годика. Такие лосины стоят 476 рублей. Вот видите, тоже качество очень хорошее. Состав 92% хлопока и 8% лайкры. И тоже очень такое на ощупь нежное, прям приятное, приятный трикотаж такой. Вот. По вечерам будет себе как раз на велосипеде будет кататься, будет носить. Так, ну и вот такой вот комплект белья. Белье я себе купила. Может быть, на подарок. Да, подкрой, посмотри. Как я сказала, в доме ни белья, ни полотенец не мешает. Придут в гости или еще что-то. Если они дома останутся. Если Да, дома если они останется. останутся. Все равно что-то надо дарить, поэтому выручает. Так. Танзила смотрит, как хищник на добычу. Танзила, тебе еще У и нее это слюни надо, да? текут. Поплин. Так, это у нас поплин. Нет, мне не надо. Это тебе не надо, да? Ну вот. Я не люблю темный. Покрасишь. Покрасишь белый цвет, да? Вот такая Ничего вот. себе, такую наволочку трудно найти. В смысле? Ну, с постельным. Сейчас А. по старые подушки, как А, называется? у меня квадратные подушки нет. Нет, Нет, тоже. у них есть и те, другие, но у меня... У меня что- как раз квадратные У подушки. меня квадратные подушки. Да, Мне у тебя- понравился. Тебе что, цвет не нравится? Красивица. Мне понравился. Двуспалка? А? Двуспалка? Нет, у меня 2 спалок пока нет ни у кого. Причем на камере цвет передается по-другому. Женятся, будут за 2 спалки. О, а тебе платье действительно очень идет. Ну, давай покажем твое платье. Ну, встань, мы лицо не будем показывать. Вот такое вот платье. Видите, оно ей вообще не широкое. Красивое, прям очень красиво, очень даже идет. Носи на здоровье. Спасибо. Так. И тоже, видите, запах хороший. У меня теперь вся постель от Василька. Подушка не вылезает отсюда. Васильку тебе надо забрать на работу.
Вот такие вот. И оверлок сделан, и прошито красиво. Так что... Марина говорила, даже престижки. Ничего с ними и престижки нет. Я же говорю, у меня вся постель от Василька. И сатин у меня там, и поплин. Все. Видишь, как оригинально. Просто вот такого голубого цвета, как здесь вот на цветочке. Мне очень понравилось, я не знаю. Почему тебе это, видимо, показалось? Ну ладно, хорошо, что тебе показалось, что она темная. Я пользуюсь Останется у меня. белыми. Ну, пользуйся белыми. Ты в этих духах мылась. Кто? Ты. Нет, я вообще не решусь. И вот такой вот пододеяльник. Двухсторонний. С одной стороны вот такие вот цветы, а с другой стороны вот такой вот. Сейчас Аишка была бы, рядом стояла бы. Бирюзовый, да. Помнишь, один раз Аишка, когда я ничего не заказывала, потихонечку ушла. Так, я не сказала, сколько она стоит? Так, я всегда ищу. 1729 рублей стоит вот этот вот комплект постельного белья. И, друзья, у Василька очень, я еще раз повторюсь, всегда говорю, очень много разных вещей. Я, конечно, заказываю то, что мне нужно. И всеми своими покупками в течение, сколько уже, по-моему, год я покупаю у них. Я довольна. У меня нет никаких пререканий. Так что я вам советую, заказывайте, заходите к ним. Я ссылку оставлю в описании, закреплю в комментариях. Заходите, посмотрите. У них бывают всевозможные разные ассортименты вещей. Одежды много, и детской, и мужской. И у меня мои мальчики все, в принципе, и в летних футболках от Василька, и в теплых толстовках от Василька. И уже и мои дочки начинают в платьях от Василька ходить. Надо было давно заказывать. Какое платье, да, дома? И дом у нас у Василька. А? И дома... Нет, дома у нас нет Василька. Так что, друзья, заходите на сайт любимого Василька. Я еще раз говорю, я оставлю в описании, закреплю в комментариях. Ну вот как-то так. Так, ну вот мы уже в больнице. Вот тут вот дневной стационар типа. Будем капать. Сыгревич. Маша. Капельница. Стендила в детской поликлинике. Здесь очень красивая поликлиника. Стендиле надо взять анализы Расула, Ешина. Он поступает в колледж, в тот же колледж, в котором учится Ибрагим. И вот мы приехали за результатами анализов. Я вижу, что просто на третий этаж, по-моему, поднялась. Все, говори? Ты ждешь, что ли? Тут сколько? 3 этажа? Все проверяла, все это, говорю, она мне, я еще нет, она мне заново, здесь, видимо, знак все есть. а что про фамилию?
Здесь у нас новый микрорайон, новые больницы, все по новой. Не очень давно открылись они. Все вроде бы так хорошо все предусмотрено. Все? Так, ждем маршрутку. Нам нужно теперь ехать по одному делу Танзилиному, а потом уже ехать на Капельницу. Так, мы в кафе Бахрейн. Я на голодный желудок сегодня делала анализы, и Танзила тоже утром в солидарности со мной ничего не поела. Теперь зашли. Танзила уже не может, во-первых. Во-вторых, мне нужно поесть, прежде чем идти на Капельницу. Не знаю, что мы будем сейчас заказывать. Может, пиццу заказать? Как ты? Суши. Суши? Роллы? Танзила подсела на эти роллы. Можно было бы пиццу заказать? Или быстрый бургер какой-нибудь, попить чайку, пойти домой. Ой, вернее, Какой домой? на Капельницу. Ну, потихонечку уже накрывается наш стол. Красивая подача, да? Не везде так подают у нас. Дила, это, по-твоему, маленькая пицца? Да. Да уж, это маленькая пицца. Не знаю. Да. Так, ну вот. Попробуем, потом сделаем рекламу этому кафе. Скажем, вкусно или нет. Ой. Это бешеный лосось? Да. Ай, Горячий. и горячий. А, горячий шик, да? Мне понравилось горячий шик. Да и это было вкусно, бешеный лосось. И пиццу я уже откусила. Вкусная пицца, тонкое тесто, хрустящее. Реклама бесплатная. Так, мы брали ассорти. Тонкое хрустящее тесто. Как мне нравится. Очень вкусно. Так что, друзья, заходите в кафе Бахрейн. Вас вкусно накормят. И теперь академии. Или Академия здоровья. Танзиле нужно тут тоже сдать анализы уже именно здесь. Потом пришли сюда. И дальше нам надо будет еще к судебным приставам. Там ее, на ее имя машина оформлена. Надо будет ее снять. И потом уже на Капельнице. Ну, уже с часу, потому что мы не успеваем уже около 12 часов, а там перерыв с 12 до часу. Ну, вот в час надо будет быть уже в той клинике, в клинике Софина. Ну вот, лежим мы две кумушки под Капельницами. Танзила, вот. Ой. Друзья, это второй день будет в этом ролике. Впереди я немножко запущу, наверное, что мы вчера были в больнице. Но вчера после больницы мне было настолько плохо, я не знаю, что со мной произошло. Это Капельница на меня повлияла или что. Сегодня пока не проверюсь, к врачу не схожу, капать не буду.
И сегодня у меня состояние такое вот, я даже не знаю, передать не могу. Болеть ничего не болит. Вроде бы так сказать, что голова кружится, не кружится, а вот что-то непонятка какая-то. Чуть-чуть заносит. Дискомфорт какой-то в организме, не знаю, но пока жива, работать надо, да, отказывать клиентам тоже неудобно. Не знаю, позвонила, ну, не позвонила, написала новая клиентка, что нужны манты. У Танзилы ее заказ отбивных куриных грудок. Ну, она их называет шарлотками. Так, ну, тесто обычное мое пельменное, вы все его знаете. Литр воды, 2 килограмма муки, 4-5 столовых ложек растительного масла и столовая ложка такая без горки соли. И замешивается тесто. Все. Снимай Танзилу, это уже, в принципе, все видели. Раз, два, три, 4. Поставила творог делать все вместе. Переживала вчера творог уже, наверное, простокваша перекисла. Надо было вчера утром. Вчера утром не успели. Поехали в больницу пораньше. Надо было много делов сделать. Не знаю, я даже до капельниц была немножко лучше, чем сейчас. Я не могу понять, что это такое. Так, чей-то телефон не звонит? Посмотри. Я слышу что-то. Вот, Танзила небольшой заказ готовой еды. Хотела же вас оплатить, да, ходите. Она Видите, утром отвечала, не отвечает. доставку отправили, а клиентка не Да, берет да, трубку. оплатить, да, сюда, да. Таксист доехал, теперь возвращается обратно. И такая накладка у нас бывает. Заказчица не на связи. Она в квартире живет, что ли? Если бы частный дом, можно было постучать. Вот так вот. Теперь оплатим такси. Считайте, можно сказать, этот заказ будет бесприбыльный. Я скажу, что поплатили. Это не оплатит. Не оплатит? Много раз так бывает. Ну, это всегда так. Ты же ей сказала, что отправляешь? Да, А почему она не в сети? она сказала, в 9 отправь, я 9 отправила. Мы уже полчаса там ждем. Попросили соседки молоток. Мы вчера не купили себе его. Надо было купить. Или вчера. Позавчера же мы были, да, в Фикс-прайсе? И там тоже Не в такого не Фикс-прайсе, было. а в экономе. А, ты сказала, он легкий. В мегамаркете надо купить. Сколько у тебя? 5 штук? Ну, сколько от одной грязинки сколько будет? Зажарку на нее кладешь, да? Жарко, помидор, салат, все, майонез. Грибы они не любят. Мясо по-французски. Ну, типа того. Отбивная по-французски. Да. Потензильно. Французский потензильный. Между прочим, в комментариях пишут, нам понравилось. Мясо по-французски потензильный мы готовим. Несколько раз даже писали. Она всегда говорит, джали нускр же добавляй. Наверное, скажешь. У нас грибы на ингушском языке. Невеста собаки. Невесты собаки. И Брашка перевел. Не знаю, почему они у нас таких, у нас их называют. Я знаю почему. Почему? Нельзя, да, озвучивать? И поэтому их многие не кушают. И не кушают. Раньше вообще, по-моему, очень редко кто у нас ели грибы. А когда я вышла замуж и была на заработках с
со свекром своим, ну, со своей семьей. Родственники были. И я не помню, то ли соседка принесла грибы, то ли что. Ну, мой отец их не ел категорически. Мама ела, а папа не ел. И я думала, мой свекр тоже их не будет есть. И я приготовила, но отдельно еще другое блюдо приготовила. И не поставила, короче говоря. Мой свекр говорит, а что, грибы не будем есть? Я говорю, а вы разве едите грибы? Он говорит, конечно, ем, какая разница? Это же, я говорю, ну у нас же говорят, что нельзя их есть. Тогда, говорит, и помидоры нельзя есть, и огурцы нельзя есть. Какая разница? Это растительная пища. И поел. Так что, друзья, не знаю. А сейчас грибы искусственно выращивают. Ну, все равно некоторые не любят грибы. Раньше-то ладно, сейчас как соевый соус. Так, нам нужно к 2 часам. Только, не знаю, новая клиентка уже с моей стороны, наверное, с Ютуба. Мантой. Хочу немножко покруче. Это мука. Я не знаю, наверное, свежая. Она у меня плывет. Вот готовила 2 раза манты по своему рецепту. Пропорция как 2 килограмма на литр воды. Тут у меня почти 2 300 даже муки на литр воды, потому что немножко полежит это тесто, и оно плывет, и форму не держит манты. Поэтому оно немножко вот у меня не соединяется хорошо. Но я его сейчас оставлю вот так вот. Оно полежит, клейковина разойдется. Потом перемну еще раз. Вот приходится и такое. Если мука не такая, как обычно, то приходится как-то подстраиваться. Видите, уже и месить тяжело. Потому что обычно, если бы хорошая мука была, то она бы уже все соединилась. Но пока оставлю. Тем более сегодня со здоровьем неполадки. Все, минут на 20 оставлю. Потом посмотрим. Если будет слишком крутое тесто, то немножко водички можно будет добавить. Лучше сырую не класть. А? Сырую морковь, лук лучше не класть. Это раньше сырое было, что ли? Есть рецепт такой. Тебе ничего не скажешь, что руками. Но если она у меня увидит, что я перчатка, она смотрит твой канал, она мне не закажет больше. Ну, вилкой, ложкой же можно. Не знаю, она не любит. Каспер, пошел вон. Пойдем. Каспер надоел сегодня. Пойдем, сейчас. Да, оба, пойдем. Пойдем. 4. Может, он не будет? Еще как будет. Не знаю. Зачем ты перелила еще один помидор? Каспер? Сыр какой? Моцарелла лучше. Ну, можно и голландский. Если голландский сыр, то надо сперва сыр, потом майонез. А если моцарелла, сперва майонез, потом моцарелла.
Ты расплавился? Да. Ибрашка, ты вчера разогрел Да. какие? Пиццу. Пиццу? Понравилось? О, А? да, вкусно было. А я им обещала бесплатную рекламу сделать, если. Но мне она самой понравилась очень пицца. Мне все понравилось. И это было вкусно. Так что жители Ингушетии, Бахрейн очень даже хорошее кафе, хорошая кухня. И недорого. Ну, насчет дорого я не знаю. Я смотрела цены. Обычно же говорят, о, да. Нет. Сыра мало. Где? Тут. Нет. Ага, а те две? Нет, он этот. Ну, 2 гривны. Сейчас. Да, там надо, конечно. И роллы намного вкуснее. Не, по-любому, вот, как, вот так вот их надо, наверное, кушать. И когда приносишь, они... Их разогревать надо, значит. Чего нет? Все, и в духовку. На 30 минут. Что колбасу крупно порезала. Ты этой штукой, что ли, резал? Да. Я говорю, оливье, мне кажется, это не летний салат. Да, он зимний. Но иногда хочется. Я вчера тоже смотрела же в кафе, когда мы были. Вспомнила про овощной тортик. Тоже захотелось мне. Тоже овощной торт. Не летний салат, но мне чуть-чуть. Все, добавляем соль, перец, Так, овощи купил? Да. горох. А я отчажил, хватит горох. Ты меня? Ага. Нет, тут еще 4-й человек есть. Где он? 4-й? Ты Ну, себя ты сказала, забыл? ты меня... А, нормально. Мне кажется, яйца там мало. Горох нормально, яйца, по-моему, мало. Сейчас перемешаю. А, лук ты добавила, зеленый. Подожди, пока сейчас лук наравне. Оператора глаза слезятся. Каспер его, без колбасы. Слишком прекрасная работа. Эй? Слишком прекрасная работа. Вообще глаза открыть не можешь, это я лук чищу. Я хотя бы снимаю. А мы откуда знаем, что ты делаешь? Так,
Куру, а смотрела. А, без моркови Да. не надо ей морковь, да? Просто майонез и чесночок. Огонь души de лесу. А? Огонь души de лесу. Огни тушить. В глазах пожар. У меня у самой сейчас глаза хоть и в очках. Это я вот почистила на манты. Так, успеем мы сегодня манту сделать? Уже 11 часов. Успеем. К часу 7 килограмм надо сделать. Успеем. У нас же есть чуть-чуть, та же не взяла. Ей сделаем, поставим. Блин, какой он жгучий, а? Собака. Так. Надина что-то присылает. Ага, велосипед. О, катается наша дочка. Внучка. Наша девочка. Смотри, научилась, Танзила. А то говорили, слишком это самое, тормозит велосипед. Сейчас она больше нам не приедет. Не, она приедет на велосипеде. Наверное, да, прям с Назрани. Молодец, научилась. Ты снимаешь? Да, снимаю. А? Да. Довольны. И поет, и катается. Так, блин. Выключу, включу. Тут миллион сообщений у меня бывает. Посуда и мебель 405 сообщений. Что они там делают? Это которые вчера не смеялись. Это уже группа, как она называлась у нас? Группа общения. Они так смеялись вчера. Как она говорила, типа как детей загнали. Ага. А у меня Каспер колбасу украл. А у меня Каспер говорит, колбасу украл. Ладно, из-под носа украл. Каспер под шумок стащил. Я закажу еще эти чашки. Помнишь мою рыжую кошку нашу, которая вот так вот делала со стола? Ага, это ситуация. Слушай, вот два котенка, которых мне по жизни жалко. Помнишь котенок, по которому ты плакал? По-моему, больше месяца ты плакал за него. Зачем? Снимаешь? Зачем? А, как помнишь, Амир женился, и мы уехали туда на несколько дней. А котенок остался дома. А он был любимчик вообще и брашки. Он с ним овец спас. Котенок именно. Вот как собака он с ним ходил. Мы ему тут и еду оставили, и все. Но, оказывается, ребята его забрали. Скорее всего, и Серенького также забрали. Вот когда мы приехали, хотя мы не на 3 дня, мы же на ночь приезжали. Приезжали, да. Он пропал. И Брашка так плакал, что даже ночью вот так вот делал. Молодцы. Тензин, заказ готов. Тут у тебя не хватило листьев. Сколько стоил этот? Листики 25. Ну она тарелку положит же сама. Просто у меня не поместилась в одну тарелку. Короче, вот такие вот отбивные куриные. Печеночных 2 тортика. И салат оливье. Оливье можно вообще-то, в принципе, хоть он и зимний салат, например, на ужин приготовить, даже дома нам сейчас, я имею в виду. И все, и больше с ним ничего не надо, поесть. Ну, сытный же. Так, и вот мы выполнили другой заказ. Мы снимать не стали, как делаем манты. Короче, 7 килограмм мант. Поступил нечаянный, неожиданный, это я сделала. Неожиданный заказ, новый заказ от подписчицы, скорее всего, моей. Точно я не знаю. Если есть, замени их, пожалуйста. Быстро их сделали. Нам уже надо и в больницу, но не хотим отпускать клиентов. Так, нет, надо будет все заменить. 4 штуки. 4 штуки я заменю. Нет, ты раздашь свачку, ты ешь. Короче, 4 килограмма свежими поедут и 3 килограмма поедут замороженные. Вот так вот. 7 килограмм не надо. Тут сын мой приехал на обед, кушает.